в 2011 году значит, встретились комиссия российская и абхазская значит, для решения вопроса о делимитации российско-абхазской границы. Значит, и к удивлению абхазской комиссии, российская комиссия заявила о том, что село Аибга, но я тут уточню, что есть как бы российская сторона Аибга, да, которая находится на правом берегу реки Псо, а есть Аибга, которая находится на левом берегу реки Псо, что эта территория, наша абхазская часть Аибга, должна быть отдана Российской Федерации, что, конечно же, вызвало удивление нашей комиссии, и начался, будем так говорить, разбор полетов на эту тему. Но, знаете как, невозможно сказать там Б, не сказав А. И тут очень важно, конечно же, история, да, потому что вопрос, да, разрешения вопроса границы — это всегда история. Да? Что там было в прошлом, где проходили границы, и почему вот границы именно по реке Псо сейчас. Да? Мы же не всегда задумываемся, да, о таких вещах. А это на самом деле все наше прошлое. К большому сожалению, когда ты очень плохо знаешь свое прошлое, это не всегда приводит к хорошим вещам. Значит, ситуация там следующая. В 1864 году, значит, там, где сегодня находится абхазское село Килыпш, там есть Ахабла, ну или поселок, говоря иначе, Быгрыпши называется. В этом месте состоялся, будем так говорить, фактически последнее столкновение между царскими войсками во главе с Шатиловым и жителями села Аибга. Значит, естественно, что силы были неравны, и аибговцы проиграли. И в 1864 году на территории села Купадбе, который мы сегодня знаем как Красная Поляна, там состоялся парад русских царских войск. Ну, когда говорят о том, что там якобы было какое-то великое сражение, это на самом деле соответствует действительности. Вот. Ну и потом, естественно, так как жившие там абхазы проиграли войну, и земли, не только Купадбе, да, но и также там Аибга, и стали частью Российской империи. Не просто Российской империи, а там в этом месте была создана Черноморская губерния в 1866 году. Значит, ну, я напомню, что изначально вообще все эти территории, Губадбе, да, Красная Поляна, Аибга, Адлер, там, где протекает река Бзымта, Мацеста, значит, почти до Сочи, да, это была территория, ну, некоторые его называют Большая Абхазия, другие называют Малая Абхазия, но это была территория вольных абхазских горных обществ, это была территория Абхазии изначально. Но случилась война, и ситуация сложилась так, как сложилась, по большому счету. И, значит, вот эта вот Черноморская губерния существует почти до конца, получается, 19 века. В 1896 году, значит, там создается, значит, Черноморская, значит, такая вот, значит, округ, Черноморский округ Российской империи. И, кстати, здесь документы есть. И вот этот округ был поделен на Сочинский, Туапсинский и Новороссийский округа. Село Аибга стало частью именно вот Сочинского, значит, округа. А потом, естественно, позже, уже после распада Российской империи в 1917 году, уже в 1918 году там создается, значит, республика, которая называлась Черноморская Советская Республика. Границы Абхазии были сдвинуты в сторону реки Бзып. Но эта ситуация продолжалась вплоть до 1918 года. Как мы все знаем, в 1918 году здесь, в Абхазии, происходили определенные политические события. Происходило противостояние между меньшевиками и большевиками. И в то же время уже существовал Абхазский народный совет, который мы знаем как АНС. Но так сложилась ситуация, что в этом АНСе были, будем так говорить, разные силы, разные группировки. Одни тянули в сторону большевиков, в сторону независимости, да, Абхазии, другие тянули в сторону меньшевиков. И когда же в Абхазии была создана организация Кяраз, которую возглавлял Нестор Лакоба, значит, некоторые представители меньшевиков, да, в этом АНС, они позвали сюда кузинских меньшевиков, и сюда к нам прибыл Каниев, кстати, сперва, с отрядом довольно-таки большим, а потом сюда уже вторым заходом прибыл Мазнешвили, который фактически оккупировал Абхазию, ликвидировал, значит, фактически АНС, и он заявил, что теперь он губернатор всей Абхазии.